В квартире. Так, отопление где-то 1400 выходит. В месяц, Да, в месяц. Ну, в месяц выходит вот за лето по 4, около 300 сомов, наверное, хотела. Да. За отопление где-то мне уходит где-то около 2,5-3 тысячи сомов. В городе многие топят углем, а отопление электричеством невыгодно, газом дороже. И в связи с этим это тоже является одним из факторов того, что зимой у нас в городе смог. А что делать? Сейчас самое дешевое отопление это углем получается. Некоторые дровами топят. Это понимать надо, социальное положение. У меня частный дом. Уголь. Где-то 18-20 тысяч сом уходит. За отопительный сезон. За отоплением в месяц у нас где-то в зимний период выходит 1500. Ну, 1,5, там, 2, ну, где-то в этих пределах. У вас центральное отопление? Да, центрально, да, я живу в квартире. За электричество у нас выходит небольшая, где-то в районе 200 сомов. К сожалению, мы всего лишь используем, если не ошибаюсь, на 5% наших энергоресурсов, которые у нас есть. Здесь, конечно, были очень много коррупционных схем на электричестве и не строили. И сейчас пожинаем эти плоды. Сейчас нехватки электричества, потому что из года в год во всем мире растет и дальше будет расти потребление электроэнергии. Вот мурда өткен жылдары bir ayda көмірдің тоннасы где-то 2,5 мың 3 мың эле. Азыр эми кымбаттап 6 мың 7 мың болду деп атат. Ну пока сатып алып элекпиз. Кандай элекпиз ошо. Ошондой болчу эле. Эми как отопительный сезон башталса, ошо уголь алып эметебиз, көмүр алып. Где-то бир 2 мың сом. И у нас порядка 150 квадратов квартира. Мы отапливаемся электричеством. Это не моя прихоть, вообще весь дом. И, надо сказать, очень удобно. В зимние месяцы, естественно, это больше. Порядка 150 квадратов, это порядка от 6 до 9 тысяч. Ну, рационально используем. Поэтому это очень удобно. Вне отопительного сезона порядка, процентов на 40-50 меньше. Но единственное, минус этой системы, если будет верное отключение или какое-нибудь отключение, то мало того, что кушать не на чем, да, холодильник, ладно, мы просто альтернативы нет, можно замерзнуть. Хотим мы или нет, но вот ТЭЦ-2, оно и было построено под газовое оборудование. Его надо запускать и делать отопление газовым. Котельные переводить на газ. Это прежде всего. Да, пусть население, я прошу прощения, это будет рост оплаты, опять-таки, но экология не сегодня, а завтра нам предоставит счет. Я живу в квартире, да, центральное отопление. В среднем за осенне-зимний период где-то от 2000 до 3 где-то примерно. Это горячая вода, отопление, все вместе, да. За свет где-то выходит где-то 300-500 сом в месяц. Я отапливаюсь углем и газом от 7 до 10 тысяч. Если топить электроэнергией, это дорого. В зимний период где-то в пределах 2-3 тысяч сомов выходит. Пусть сначала кабинет министров даст полную информацию, как они будут народ обеспечивать. Зима, все синоптики говорят, зима будет холодная, тяжелая, суровая. Поэтому после их информации можно будет какие-то выводы делать и какие-нибудь рекомендации давать. У меня частный дом, газовый котел. Летом 600-700 выходит, а зимой побольше немножко. Последние поездки нашего президента в Туркменистан, там соглашение было поставки электроэнергии и насчет газа тоже. И думаю, все-таки правительство, кабинет министров должен выйти нормально с этого отопительного сезона. Квартирада Катардагыдай эле элдегидей отопление менен жашайбыз. Ошо келген станциялар бир 2 мың 3 мыңдан келип турат го эми. Ага деле ошондой бир 1,5–1,800 келип турат. Ошол ар бирибиз үнөмдөшүбүз керек. Мамлекетке жардам беришибиз керек. Ошо жер үйдөгүлөр болсо даярданыш керек.
көмір алып дегендей.